Это программа «Актуальное интервью». Здравствуйте, в студии Петр Васильев. 26 мая – День российского предпринимателя. Это праздник, который нацелен показать важность среднего и малого бизнеса для экономики государства. Согласно российскому законодательству, каждый человек имеет право открыть свое дело и вести бизнес. Но направление деятельности может быть разное. Главное – четко понимать, чем ты хочешь заниматься для успешного роста и развития. Наш гость в студии – Тимур Ханды, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Тимур Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начну с первого вопроса. Конечно, какой объем розничной торговли, общественного питания у нас по итогам сложился 2022 года? По итогам 2022 года у нас объем розничной торговли составил 345 миллиардов рублей. Эта динамика идет на увеличение. Но, наверное, вопрос к тому, потому что торговля все-таки это отрасль, которая занимает более 30% из совокупного объема всех видов деятельности, в котором работают более 12 тысяч предпринимателей, которые занимаются именно торговлей. А стоит на первом месте, поэтому это очень важный сектор экономики, который мы поддерживаем. Сегодня у нас есть меры поддержки, в том числе и для сектора экономики торговля. Это очень важно, потому что до этого таких мероприятий не было. В 2022 году мы разработали продукты и в Фонде развития предпринимательства для торговли, и Алмаз-Регионбанком был разработан тоже льготный кредитный продукт, который позволил получать более крупным предпринимателям от 5 миллионов рублей. При этом мы сохранили рост, то есть удержали рост цен потребительских. По сравнению с другими регионами Дальнего Востока, у нас рост потребительских цен был самый низкий по Дальнему Востоку. Это на самом деле очень хорошо для нашего населения сказалось, и индекс потребительской корзины вырос не так сильно. То есть вот рост этой розничной торговли, он идет не только за счет, я так понимаю, господдержки? Сегодня у нас, цифры просто приведу, у нас сегодня трудится почти 42 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь у нас количество работников, работающих на бизнес, 126 тысяч. Это на самом деле большая цифра, почти каждый четвертый, который может работать, он работает на бизнес. Это очень, на самом деле, социальный эффект, поэтому малый бизнес, как сектор экономики, является, наверное, стратегическим и наиболее такой весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей республики, страны вносит, конечно, предприниматель малого и среднего сектора. Но если мы уже заговорили о мерах поддержки, безусловно, 22 год, 23 год, сильнейшее санкционное давление. Какие меры были оказаны представителям малого и среднего предпринимательства? Был разработан первоочередной пакет, и вторые, и третий. Мы в течение года работали тесно с предпринимательскими сообществами. Конечно, одно из самых важных решений – это снижение ставки на упрощенную систему налогообложения. Они были, безусловно, для всех видов экономической деятельности на территории нашей республики. Если посмотреть разрез страны, то только в 2 субъектов Российской Федерации были введены такие меры поддержки. Мы снизили минимально, и это дало на самом деле хороший, наверное, устойчивый эффект экономики, который дал возможность не сокращать количество предпринимателей. Если посмотреть допустим, на пятилетку, в течение 5 лет мы стабильно держим количество предпринимателей МСП, и в динамике мы видим увеличение числа занятых, которые работают в бизнесе, и точно так же мы видим увеличение числа самозанятых. Сегодня у нас уже не первый год работает система налогообложения как самозанятые, это начинающие, можно сказать, предприниматели, которые только входят в эту финансовую экономическую поляну. Для них очень важно на более преференциальном режиме попытаться, возможно, ошибиться, и чтобы это было не так больно. Поэтому режим самозанятых, он очень популярный на сегодняшний день в городе Якутске. Мы видим очень много самозанятых. Чтобы вы понимали, это, грубо говоря, когда в декрете кто-то дома сидит, тортики начинают печь, грубо говоря, либо какие-то услуги оказывать незначительные. Есть определенные критерии, поэтому самозанятые – это как начальная стадия. Помимо этого, если посмотреть по мерам поддержки, они у нас есть по всем видам. Это информационно-консультационная. Для республики в каждом муниципальном районе есть представители Центра «Мой бизнес», а Центр «Мой бизнес» — это инфраструктура наша, институт поддержки, куда любой предприниматель может обратиться, и получается в среднем за квартал около 5000 консультаций мы предоставляем предпринимателям и потенциальным предпринимателям, которые хотят заняться своим делом.
Плюс здесь очень важную часть же сыграло импортозамещение, насколько я понимаю. Очень много предпринимателей начали выходить на рынок за место ушедших. Да, я хотел бы тоже это подчеркнуть. На самом деле инвестиционные ниши у нас открылись. Мы их видим. У нас в прошлом году зарегистрирован зонтичный бренд «Сделано в Якутии». Зарегистрирован в плане авторских прав. И сегодня ассоциация «Сделано в Якутии» имеет эти права и включает в себя, значит, членов ассоциации, которые являются производственниками. Любые виды деятельности, которые связаны с туризмом, с национальными художественными промыслами. Ну, вот местное производство. Для нас очень важно развивать это направление. Мы сейчас выстраиваем полноценную систему финансирования, потому что до 5 миллионов рублей мини такие производства мы уже можем льготно поддерживать со стороны государства. Мы сейчас разрабатываем совместно с нашим региональным банком продукты и для туризма, и для производства, и для других видов деятельности, чтобы стимулировать эти отрасли экономики. Ну а мы со стороны государства должны обеспечить, наверное, именно льготность, чтобы предпринимателям было выгодно. Это называются длинные дешевые деньги. Ну, давайте подытожим 22 год. Какую важную цель вы достигли? Вот. На самом деле по отраслям целей очень было много. Конечно, цель, которую мы достигли, это социальная устойчивость в плане занятости в предпринимательской среде. В плане экономики по количеству налогов мы видим увеличение поступления в 2022 году в бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, в части туризма мы заключили уже сделку по строительству гостиницы. Это, опять же, туристический поток, это финансовый поток, это туристы, которые приезжают, оставляют определенные средства здесь, у нас в Якутии. А туризм является одним из, наверное, самых широких мультипликаторов в экономику, потому что, развивая туризм, мы развиваем экономику. Это мы сейчас говорим про гостиницу, вот, которая на берегу Да, Зеленого луга. очень долго мы вели, значит, переговоры, а сегодня к нам подключились и федеральные средства. Здесь ни одного бюджетного рубля от нашей республики нет, зашли полностью инвесторы. Вот. Это говорит о том, что есть очень большая заинтересованность из других субъектов в перспективе развития туризма и их инвестиционных проектов на территории нашей республики. То есть в 2022 году мы довольно-таки хорошо о себе заявили на всех площадках, и сегодня мы уже видим инвестиционные предложения и уже реализацию каких-то проектов. А если говорить в целом, сколько у нас сегодня предпринимателей в республике и где им качественную консультацию получить можно? Ну, как я и сказал, у нас есть единое окно, это центр «Мой бизнес», у нас есть телефон горячей линии, мы пытаемся систематизировать работу, чтобы любой, кто хочет получить любую консультацию, будь это самозанятый, либо тот, кто хочет, либо предприниматель, по любым вопросам на горячую линию, и уже внутри системы мы уже определяем, кто на какие обращения как отвечает. Есть определенные бизнес-кейсы для тех, кто хочет уже открыть свое дело. Есть гиды по мерам поддержки. Ну а если, допустим, люди же разные, кто-то хочет сам почитать, информация вся есть на сайте портала мойбизнес14.рф. Есть меры поддержки, можно по виду деятельности найти и свое дело и посмотреть, на какие субсидии, допустим, можно рассчитывать. Потому что субсидии в правительстве есть, в Минсельхозе, есть в Министерстве предпринимательства и в других министерствах. Поэтому мы эту информацию консолидировали для удобства наших предпринимателей. И она есть и на сайте, можно узнать и у консультантов, у представителей центра «Мой бизнес», который находится непосредственно в районах. И, как я и сказал, динамика по количеству предпринимателей, если я не ошибаюсь точно, на 10 мая у нас 41 969 субъектов малого предпринимательства, 126 тысяч у нас людей, которые там работают, и 31 тысяча самозанятых. И хочу тоже еще раз акцентировать на том, что эти показатели постоянно растут. С января мы наблюдаем ежемесячный прирост где-то около 4%. Если мы в таком же темпе будем идти дальше и еще будем нагонять, конечно, мы создадим очень хорошую, наверное, твердую основу фундамента вот из малого сектора экономики. Причем цифры-то более чем впечатляющие, насколько Да. я понимаю. А обучение и тренинги вот для этих предпринимателей предусмотрены? Обязательно. У нас на сегодняшний день в рамках национального проекта проходит в течение всего года цикл и обучающих семинаров, мастер-классов. Здесь хочу сказать, что многие думают, что это бесплатно и некачественно. На самом деле это не бесплатно. То есть государство оплачивает эти мастер-классы у хороших тренеров, профессионалов, практиков, действительно, и с федерального уровня.
И предпринимателям нашим, республиканским, на бесплатной основе можно проходить всевозможные курсы. Да и сейчас вот в рамках недели предпринимательства у нас ежедневно проходит по 3-4 разносторонних абсолютно мероприятий, где каждый желающий, и будь не предприниматель, который хочет попробовать, он может принять участие и попробовать себя в виде бизнесмена. Бизнесмена. Но я предлагаю перейти уже к туристической отрасли. Наступает у нас сейчас конец мая, 3 летних месяца впереди. Какие виды туризма у нас существуют и, самое главное, какие в этой сфере меры поддержки? Ну, наверное, каждый гордится тем, что он живет в Якутии. Это Ленские столбы, это наследие ЮНЕСКО международное. Конечно, вот туристический сезон для всех он начинается, конечно, летом. Но у нас есть и зимний туристический сезон, поэтому мы, закрывая зимний, открываем летний, это круглогодично. Здесь, с точки зрения безопасности, я бы хотел сказать, при выборе турмаршрутов нужно смотреть, чтобы этот туроператор был в реестре федеральном. Потому что на сегодняшний день я знаю, что у нас в реестре 23 туроператора, но по факту оказывают услуги намного больше. Поэтому, если вы хотите отправляться летом куда-то в поездку, убедитесь, что здесь есть страховка, договор, есть туроператоры, которые в реестре. Вот. Ну а туроператоры, которые сейчас смотрят и не знают, как попасть, на самом деле это несложно. У нас есть подведомственная организация Агентства развития туризма, они бесплатно консультируют, как заполнить заявку, это на самом деле несложно. Вот. Ну и для тех, кто уже в реестре, открываются меры поддержки по туризму. В рамках национального проекта «Туризм» мы в прошлом году выиграли субсидию в размере 67 миллионов рублей. В июне будет конкурс объявлен. Здесь мы можем разработать, потратить на мобильные приложения, на аудиогиды, на разработку туристических маршрутов, на плавательные бассейны. Можно сказать, небольшая инфраструктура для какого-то бизнеса в сфере туризма. Это помогает. Одно важное условие – софинансирование 50%. То есть у тебя должно быть на счету 50% от запрашиваемой суммы, и можешь принимать участие. То есть в целом туристический потенциал у нашей республики, у туриндустрии? Он всегда был, он есть, он будет. И сейчас я, наверное, хотел бы призвать обратить внимание на этот сектор экономики. Очень большой, как говорят, пирог, который сегодня не создает конкуренцию. Наша задача — нарастить инфраструктуру. Инфраструктура — это туристические гостевые дома, там, где можно переночевать. Когда мы создаем в первую очередь инфраструктуру, мы создаем возможность, где люди могут отдохнуть, по пути покушать, потратить деньги, а предприниматель, соответственно, зарабатывает. Тимур Юрьевич, спасибо вам большое за интервью. Будем надеяться, что у нас в этом году будет очень успешный туристический сезон. Ну а я напомню, это была программа «Актуальное интервью». В студии был Петр Васильев. До скорых встреч.